Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Следственный комитет Российской Федерации – федеральный государственный орган нашей страны, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством. Он начал свою деятельность 15 января 2011 года. И в этот день ежегодно отмечается День образования Следственного комитета Российской Федерации. Наш гость в студии сегодня Максим Дмитриев, старший следователь Следственного отдела по городу Якутску, Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха. Максим Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как же вы пришли в эту профессию, что повлияло на ваш выбор? Насколько я помню, я шел к этому еще с детства, да. Прям такого момента, чтобы я окончательно решил стать следователем, наверное, такого момента, скорее всего, не было. То есть это все было как-то постепенно. То есть еще с детства мне данная профессия казалась интересной, веселой, и, соответственно, нестандартной, не скучной. В дальнейшем уже, закончив школу, я поступил на юридический университет, на специальность юриспруденция, где я обучался, и уже постепенно, как-то прагматично уже пришел к данной профессии. Получается, сколько сейчас вы уже работаете? Я прохожу службу в должности следователя в Следственном комитете с 2018 года, уже как 5 лет. Скажите, а вот за это время были какие-то наиболее яркие или сложные дела, которые вам четче всего запомнились? Хотелось бы отметить, наверное, в первую очередь дела, наверное, в отношении, категорию преступлений против личности, да, то есть они наиболее, скажем так, запоминаются в карьере. И хотелось бы, наверное, рассказать, про несколько уголовных дел, которые больше мне запомнились. В первую очередь, это уголовное дело, наверное, когда я только начинал работать. То есть одно из первых дел моих было, это было уголовное дело в отношении женщины, которая совершила преступление в отношении своего сожителя. И, соответственно, весной, в апреле месяце, был обнаружен труп в лесном массиве человека мужского пола. В последующем, в ходе следственных действий, у нас большого объема следственных действий, была установлена причастность сожительницы. И, наверное, больше всего запомнилось данное преступление тем, что преступление считалось долгое время нераскрытым. То есть для установления причастности лица необходимо было проделать достаточно большой объем следственных действий, процессуальных действий. Было допрошено много лиц, и прибегали к допросу, к помощи, скажем так, различных специалистов, в том числе специалистов в сфере операторов сотовой связи, которыми пользовались обвиняемые, да, и путем, маленькими, скажем так, шагами все-таки пришли к истине, и благодаря, наверное, советам своих старших коллег, руководителей, да, с их помощью, благодаря слаженной работе оперативных работников полиции, да, все в совокупности, совместной работе пришли и уже установили истину по делу и доказали причастность данного лица. И, то есть, действительно, преступление считалось долгое время нераскрытым, и с помощью всех этих мероприятий мы смогли установить это преступление. Мне достаточно запомнилось. Было одно из первых, наверное, поэтому... Учитывая, что приходится выстраивать такие сложные логические цепочки в поиске правильного ответа, когда ведется дело, скажите, что наиболее сложное считается в вашей профессии? Наиболее сложное я назову, наверное, множество факторов. В первую очередь, это, наверное, соблюдать, сохранять, прошу прощения, наверное, концентрацию. То есть ни для кого не секрет, что у следователя в производстве может быть находиться до 10 уголовных дел. То есть нужно правильно переключаться, своевременно, то есть перестраивать работу. То есть мы расследуем преступления различных категорий. То есть это преступление против личности, может быть, преступление против конституционных прав человека,
какие-то экономические преступления, которые, значит, требуют определенных познаний. И, допустим, работа следователя строится вот в один день можно, параллельно нужно проводить работу по всем указанным делам различных категорий. Ну и второй, наверное, сложный момент я бы отметил, это ненормированный рабочий график, скорее всего, потому что ни для кого не секрет, в работе следователя часто встречаются случаи, когда мы работаем часами, бывает даже сутками, да, на работе, и в ночное время приходится работать. Вот, и нужно как-то совмещать это все с личной жизнью. Вот это, наверное, сложно. То есть успевать быть дома с семьей, успевать, ну, какой-то досуг, чтобы был, да, успевать видеться с друзьями. Ну, вот самая сложность — успевать это все во всем. А случается ли так, что потом те, кто служит в Следственном комитете, становятся несколько циничными и перестают переживать тем, чьи дела они ведут? Потому что по долгу службы приходится видеть разные вещи, иногда даже особо тяжкие. Ну, конечно, со временем, скорее всего, может быть какое-то привыкание, да, к работе. Ведь каждый день действительно наблюдаешь за преступлениями, порой бывает даже тяжкими и дерзкими преступлениями, да. Но, тем не менее, всегда, ну, лично я испытываю, значит, какое-то, ну, всегда как по-новому испытываю, эмоции все равно имеются. И, конечно, нельзя утверждать, что следователи становятся со временем циничными, ни в коем случае. То есть каждое преступление, каждое дело — это для нас как все по-новому, скажем так, да. Нет одинаковых дел у нас. Все преступления, они разные, и в каждый раз приходится погружаться во все детали, разбираться и допрашивать людей. То есть, в общем, я считаю, что следователь не может быть циничным. То есть он всегда входит в ситуацию и всегда старается понимать тех лиц, с которыми работает. Максим Юрьевич, скажите, а как вы находите общий язык с теми, кто приходит на допрос и, например, убеждает следователя в своей невиновности или, напротив, пытается вывести на конфликт? Ну, в первую очередь, наверное, это необходимо уметь слушать человека, да. То есть, когда человека слушаешь, бывает, он раскрывается, нужно уметь расположить к себе человека, да, и поговорить с ним на его какие-то темы близкие, чтобы в последующем уже вести диалог уже об обстоятельствах какого-либо преступления. Вот. Также нередко случается, да, действительно приходят люди, провоцируют на конфликт, да. В таких ситуациях, конечно, нужно не поддаваться эмоциям, быть сосредоточенным на своих конкретно поставленных вопросах. И рано или поздно, я считаю, любой провокатор, он поддастся, как бы, и пойдет на диалог. Вот вы сейчас отметили, что необходимо проявлять искренний, неподдельный интерес к собеседнику. Сразу вспомнились 5 правил Глеба Жеглова, когда он говорил примерно точно так же. И вот в связи с этим вопрос: а случается ли так, что какие-то дела или, может быть, служебные моменты очень похожи на то, что нам показывают в книгах, фильмах, сериалах и так далее? Ну, фильмы у нас, конечно, бывают разные. Я бы отметил, что они бывают и несколько правдоподобными. Некоторые фильмы, конечно, бывают за гранью фантастики, скажем так. Но всех их, наверное, объединяет одно. Это то, что в любом случае там не вся работа следователя отражена. Я думаю, лишь частично, процентов, ну, где-то на треть, только на 30%. Вот. Помимо, ну, в фильмах, как правило, да, у нас следователи, детективы, герои, да, главные, они все время бегают за преступниками, да, гонятся, значит, слегка, я скажу, в фильмах романтизировано это все выглядит. Вот. На самом деле в жизни есть, и такое тоже есть, конечно, но помимо этого очень много бумажной работы, да, что также остается, мне кажется, за кадром. Вот. Ну, действительно, есть фильмы хорошие, в том числе и советские, да,
в которых очень много правды про следователей. И даже какие-то моменты могут пригодиться и в работе. Можно из этих фильмов что-то отметить себе. Получается, не только у старших коллег спрашиваете совета? Ну, конечно, разумеется. То есть, помимо коллег, которые могут прийти к нам на помощь, поделиться, скажем так, опытом расследования уголовных дел, у нас очень много коллег и в других сферах, ну, в том числе правоохранительных, да, я вот имею в виду сотрудники полиции, судебные, возможно, какие-то сотрудники. Помимо этого, мы зачастую прибегаем к помощи специалистов различных категорий. Если мы расследуем условно дела различной категории, возможно, каким-то финансовым работникам, специалистам в сфере здравоохранения тоже зачастую, да, специалистам в области охраны труда зачастую приходится, значит, ну, совместно работаем. Вот. Учитывая ненормированность графика рабочего, как ваша семья, ваши родные относятся к тому, что вы работаете следователем? Ну, действительно, бывают моменты, да, работа следователя такая, что приходится работать и днями, и ночами, и по несколько суток бывает. Иногда забываешь есть, скажем так, и спать. Вот, чувство, значит, ну, желание, наверное, раскрыть преступление какое-то, да, берет верх иногда над всеми нашими вот этими чувствами, чувством отдыха, скажем так. Вот. И действительно семья, ну, относится, конечно, с пониманием. Может быть, не всегда хорошо, но, тем не менее, они меня всегда поддерживают, лично, как меня. Вот. И важно, чтобы в твоей семье была действительно поддержка, то есть они помогали тебе. То есть мы много времени проводим на работе, не всегда успеваем делать какие-то, может быть, бытовые, там, семейные вопросы решать. И вот лично моя супруга очень сильно мне помогает в этом. То есть решает все мои бытовые, хозяйственные, возможно, вопросы по дому, да. Смотрит за детьми, что тоже важно, да. Много времени мы упускаем. И моя супруга, допустим, много времени проводит с детьми, тем самым мне сильно помогает. Вот. Ну, поддержка важна. Поддержка. Конечно. Может быть, у вас в честь профессионального праздника есть какие-то пожелания своим коллегам, коллективу? Ну, своим коллегам, руководителям, своим, значит, хочу пожелать в первую очередь здоровья, успехов в нашей нелегкой службе, высоких показателей, результатов в службе. Ведь именно наша профессия, да, восстанавливает справедливость конкретно в нашей республике, в нашем регионе. Благодарю вас, Максим Юрьевич, за очень интересную беседу. Не знаю, есть ли какие-то приметы у следователей, но хочется пожелать вам легкой работы. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя и до встречи в эфире.